Всем здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу вам показать свое приобретение с населения. Вот такие вот чудесные два альбома. Это спичечные этикетки. Целая коллекция. Как сказала хозяйка, собирал эти альбомы его отец. Это коллекция спичечных этикеток. Называется это направление филумения. Есть среди коллекционеров и филателисты, и филокартисты, которые открытки собирают. Филателисты — это те, которые собирают марки. Филуменисты собирают спичечные этикетки. Эти направления были очень популярны в советское время. И очень кропотливо тут собраны спичечные этикетки, в основном 60-х годов. Хочу передать огромное спасибо хозяйке. Спасибо ей отдельное, что сохранились эти альбомы. И этикетки вообще в великолепном состоянии. Вот здесь мы наблюдаем разные серии и по Пионерии, и по Комсомолу, и по союзным республикам. Вот. И города здесь есть. В общем, очень интересный альбом. Тут можно часами сидеть и изучать их. Я сама очень увлеклась рассматриванием этих этикеток. Многие из них я вообще даже первый раз вижу. Сохранились очень хорошо и дошли до наших дней. Тут очень актуальные все темы затрагиваются. На любые даты можно здесь найти для выставки серии. Вот здесь есть и серия спорта, и экология, и реклама на спичечных этикетках, и санитария. Вот, очень актуальные в наши дни на тему гигиены, на пожарную безопасность есть тематики. Очень-очень такие интересные. Если вот кратко, очень быстренько показать, пролистать, то вначале вот так вот пролистаем. Тема космоса. Тема космоса здесь очень хорошо все показано. Вот. Ага. Тут тема и пароходства есть. Вот и чешские, и польские спички есть. В общем, реклама на спичках. Тут есть еще и первопроходцы, и туризм затронут, и русские скульпторы, художники, писатели, композиторы. И реклама, конечно же, на спичках. Даже есть вот шахматисты тоже. Если очень быстренько пролистать все это, московский метрополитен, допустим. Вот такие вот этикетки. Это у нас промышленность. Яйцо, цемент, овощи, бахчевые. Вот полностью вот даже тут из программы КПСС планы пятилеток тут даже выпускали спичечных этикеток. Вся история спичечных этикеток, можно сказать. Тут и экология, и животные Сибири. Вот. Берегите лес, и грибы. Чего тут только нету. Это День молодежи. Вот такие вот спичечные этикетки. День советской молодежи. Данные спички выпускались Приволжский СХПК, фабрика Победа. 58 год. А нет, выпускался в 64 году, выпускались. Вот эта серия. Это уже посвященные ВЛКСМ. Кстати, недавно был день рождения. Комсомолу 46 лет. Выпускался также фабрикой Красная Звезда. 46-летию. Вот 45 лет ВЛКСМ. Вот такие вот. За боевые заслуги. За трудовые заслуги. Дальше комсомол на ударной стройке. На ударной комсомольской стройке.
45-летие комсомола. 30 июня День советской молодежи еще. Вот такие вот замечательные спичечные этикетки выпускались на фабрике Ревпуть, Приморский СНХ. 63-го года, по-моему. Да, 63-го года. День свободы Африки. 1 мая. Эти спичечные этикетки выпускались в белорусской, гомельской фабрике. Так, в 1964 году. Это этикетки к 1 мая. День свободы Африки в основном. Они выпускались в Средневолжской фабрике 1 мая. Называлась фабрика. День Парижской коммуны. Тоже Средневолжская фабрика выпускала. Вот такие вот замечательные. Тут еще есть этикетки План Гойл-Роу. Вперед к коммунизму. 1920-1959, но это не годы выпуска. Выпускали на фабрике Искра в 1961 году. А это пионеры-герои. Лара Махеенко, Кычан Джакипов. Так, давайте вот так вот поставлю, чтобы все было видно. Володя Дубинин, Леня Голиков, Зина Портнова. Данные этикетки выпускались с фабрики также 1 мая в 1964 году. Вася Коробко, Валя Котик, Саша Ковалев. Нет войне. Вот такие вот этикетки еще. Международный день защиты детей. Выпускались в западно-сибирской фабрике. Сибирь называлась. В 1963 году. Маяковский. Отечество славое, которое есть, но трижды которое будет. Что в будущем веке жизнь человечья ракетой неслась с небеса. На всей планете, товарищи люди, объявите, войны не будет. Вот такие вот замечательные спичечные этикетки. Выпускались Калужским объединением «Гигант» в 1964 году. И дальше идут вот такие вот этикетки. Двойной обгон запрещен. Это уже по правилам дорожного движения на тему автомобилей. Пешеходному тротуару, транспорту дорога. Не ходи по мостовой. Останови. Вот такие вот замечательные правила дорожного движения были на этикетках. Дальше идет: дети, играть на проезжей части опасно. Данные спички выпускались в городе Благовещенск, фабрика Искра, в 1963 году тоже. Верхневолжский, фабрика Маяк, в 1964 году. Вот эти две нижние. Макаренко, 75 лет со дня рождения. Выпустили в 1964 году на фабрике Белорусский Борисовский завод в 1964 году. Дальше идут 46 лет комсомолу, выпущенные Красной Звездой в Волговятской фабрике в 1964 году. Вся история СССР отражается в спичечных этикетках, как мы видим. Тут еще 400 лет. Русский первопроходец Иван Федоров, фабрика Сибирь, Западно-Сибирская, в 1963 году выпускалась. Конституция СССР выпускалась в 1961 году на фабрике Искра. Во время работы пользуйтесь защитными средствами. Техника безопасности на лесозаготовках. Вот, посмотрите, какие замечательные спичечные этикетки выпускались по технике безопасности. Правильно производите обрубки сучьев.
Правильно произведите подпил дерева. Вот такие вот замечательные этикетки. Выпущены были в 1963 году. Тоже город Благовещенск. Это уже, по-моему, комсомольцы, герои заслонов, герои Великой Отечественной войны 41-45 годов. Данные спичечные этикетки выпускались в Кузбассе, Бийск в 1965 году. Тут и Зоя Космедемьянская, и Кузнецов, Карбышев, Гастелло, Саша Чекалин. Вот такие спичечные этикетки. Дальше идут Великая Отечественная война. Тоже тема продолжается. Серия спичечных этикеток выпускалась в фабрике «Красная звезда» в 1965 году. А внизу фабрика 1 мая, тоже 1965 год. Тут у нас тоже продолжается серия к Великой Победе, Великой Отечественной войне. Тут уже узники Бухенвальда, фашистских концлагерей узники. Эта серия была выпущена на фабрике 1 мая Средневолжского в 1965 году. Внизу идет серия Приморской, фабрика Ревпуть 1964 года. Николаю Островскому посвященная серия спичечных этикеток. И 46 лет комсомолу ВЛКСМ продолжается еще серия. Слава Советской Армии, комсомол на страже мира, вызволение Витебска. В основном это верхний ряд выпущенный белорусской фабрикой. День Победы выпущен Калужское объединение «Гигант» в 1965 году. Памятник Кузнецову, Покрышкину, Щорса, 70 лет со дня рождения. Такие замечательные этикетки. Тут пошли уже союзные республики. 40 лет Туркменской ССР. Выпускали на фабрике Средневолжский, фабрика 1 мая. Узбекская ССР 40 лет. Так, внизу видим Таджикская ССР 40 лет. Так, выпущены они были в 65 году тоже. Ой, 64-м. А нижние выпущены Кузбасской фабрикой в 64 году. 40 лет Таджикской ССР серия. Вот, если поближе посмотреть. Вот такие вот замечательные этикетки. Продолжается серия города также. Также фабрика «Маяк» 64 года. Тбилиси, Ташкент, Вильнюс, Алмата. Но все союзные республики, столицы союзных республик и города России. Вот эта серия выпущена в 61 году. ВДНХ внизу наблюдаем. Связанные с промышленностью. Химия, ударный фронт. Карадахский газобензиновый завод установлено для производства жидкого газа. 65 года спичечные этикетки. Серия эта вышла Кузбасской, Бийской фабрикой. Выпущена данная серия. Тема транспорта пошла. Тут мы видим и поезда, и самолеты, и пароходы, и автомобили. Тема транспорт выпускалась в белорусской также фабрике 63 года серия. Они также коллекционировались, как и марки, тоже сериями. Тут в данном альбоме коллекционер очень кропотливо все, очень хорошо, аккуратно все собрал, и они сохранились до наших дней. Вы представляете, сколько лет данным спичечным этикеткам? Если бы так не сохранили, то мы бы и не узнали, какие спички раньше выпускали, да? Капновоз универсальный навесной
Так, это Калужское объединение «Гигант» выпускало 64 года спичечные этикетки, серия сельхозтехники. Дальше внизу выпускались с фабрики «Сибирь» в 63 году. Спичечные этикетки, посвященные... Тут даже есть картофелекопатель, льнотребилка, кусторез, косилка, зернопогрузчик, роторный экскаватор. В основном это были выпущены в 1964 году. Продолжается тема транспорта. Тут у нас техника безопасности на лесозаготовках. Ага. Волжская фабрика 64 года. Не работай без ограждения карданной передачи. Вот, допустим, вот такие вот призывы, такие напоминания были по технике безопасности. Прицепщик: во время движения не сходи с сиденья. А внизу мы видим корабли науки, серия называется, 62 года. Фабрика «Искра», Амурский совнархоз. Великие люди, серия. Ленсельнархоз, фабрика «Пролетарское знамя». Вот в самом верхушке вот такая вот этикетка. Посвящена она Сталинграду от 56 года. Даже вот реклама потом пошла. Принимается подписка в книжных магазинах РСФСР, в спичечных этикетках размещать какие-то рекламы. Нужно знать со школьной парты, как важны в стране стандарты. Красная звезда, фабрика 65 года. Вот, нельзя ли потише. Белорусская фабрика, тоже 65 года. И вот самолеты от 64 года. Тут что-то по-иностранному написано. Может быть, это для экспорта сделанные спички. Может быть, да, скорее всего. Может быть, союзными республиками были выпущены. Об этом еще надо подробнее узнать. Реклама выпущенных книг. Человек, который построил город. Вот эти те, что пониже, вот 62 года вижу. Это 64-й Аэрофлот, грузы самолетами. Отправляйте грузы самолетами. Тут еще о воспитании в семье. Макаренко. Купите эту книгу в магазинах книготорга, пишут. А тут внизу мединститут. Второй корпус Благовещенского мединститута. БГМИ. В 62 году выпустили данную серию. Благовещенское речное училище. Эти спички выпустили в городе Благовещенск, соответственно, на фабрике «Искра». Ага, в 64 году. Вот реклама еще пошла. Мебель, выпускаемая белорусской промышленностью. Вот видите, какую мебель можно было купить в те годы. Выпускаемая белорусской промышленности. Данная спичка тоже серия была отпечатана в белорусской фабрике в 64 году. А внизу у нас тоже реклама. Кукуруза на столе называется серия. Ну, как вы знаете, в 50-х, 60-х годах кукуруза очень такая была. Но вообще овощеводство и сельское хозяйство очень хорошо развивалось во времена оттепели, хрущевские времена. Вот, и кукуруза на столе как раз вот символизирует те годы. Выпущена данная серия в 65 году Кузбасской фабрики, Барнаульская. Это у нас уже союзные республики. Большинство мы знаем, что 15 союзных республик было, но тут, смотрите, есть Татария, есть еще Карелия. Вот эти две союзные республики, так скажем, переформировались в состав РСФСР. Эта серия была выпущена Барнаульской фабрикой Кузбасской в 1965 году. Реклама на спичках, техника безопасности. Эти спички Средневолжской фабрикой 1 мая выпущенные в 1964 году. Получишь на курорт путевку, поедешь ли в командировку. Бери аккредитив с собой от 1963 года.
Все помнят, наверное, такой призыв: храните деньги в сберегательной кассе. Вот. Была выпущена в 1963 году. Такие забавные этикетки. Соблюдай правила по охране труда и техники безопасности на сельхозработах. Вот внизу даже есть лотереи. Раньше играли в спортлото, фабрика, Благовещенская фабрика «Искра» в 1963 году. Тут еще такая интересная этикетка есть. Браконьера к ответу. Выпускала амурская фабрика «Искра» в 1961 году. Без прав на трактор не садись. Вот такие вот замечательные лозунги были в то время актуальные. Стандарт. Это тоже промышленная серия на тему промышленности, стандартизация, основа качества экономики. Была выпущена фабрикой «Красная звезда», Волго-Вятский в 1965 году. Внизу химия народному хозяйству. Балабановская фабрика 1964 года. Мойте овощи и фрукты кипяченой водой. Серия «Водитель, не превышай скорость». Изучайте и соблюдайте правила уличного движения. 1964 год. Верхневолжская фабрика «Маяк». Пешеходы, переходите улицу в установленном месте. Вот такая вот разнообразная реклама шла на спичечных этикетках. Охраняйте охотничью фауну. В 1960 году была выпущена данная этикетка. Фабрика «Искра». Вот. А внизу, вот, посмотрите, надо еще прогуглить вот это, узнать, что за этикетки такие были. Чугуна 65-70 миллионов тонн. Это планы пятилетки, по-моему, от 61 года выпускала. Ну вот, в этом альбоме уже все. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал.